Ну что, дамы и господа, всем доброе, наидобрейшее утро, день, вечер, у кого какое время суток. Короче, доброго времени суток, доброго денька. Мы уже свернули, как вы поняли, с основной трассы Москва-Владивосток на Якутск. Нам с вами до Якутска 1122, Алдан 600, Тында 131. Ну что, вперед, в путь, в дорожку. Хорошего нам настроения, прекрасного вам просмотра. Удачи в пути. Что мы сегодня должны с вами сделать? Сегодня как минимум должны дойти до Алдана. Это 600 километров. Это как минимум. Нам по дороге также будет остановиться на границе. Республика Саха. Саха на 1 А же, да, по-моему? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, Саха на 1 А. Или Саха. Саха, да, на 1 А ударение. Я просто вспоминаю, меня поправляли тогда, по-моему, да, на 1 А ударение. Сделать небольшое приношение шаманам. Купили вкусные шоколадные конфетки. Конфетки, денежку, сигаретки, все как положено. В данный момент мы двигаемся по новой дороге. Объезд города Соловьевск. То есть раньше мы ездили через сам поселок Соловьевск. Сейчас сделали объездную. Доделали наконец-то только. То есть здесь долго мост сделали. Еще что-то делали. Долго она была закрыта. Да и, можно сказать, много грунтовок было. То есть горка, как ее, не Никольская, не Никитская. Вот горочка-то была. Также в группе ребята писали, к сожалению, моя дрявая память, совсем забыла, как она называется. Но сейчас ее уже нету, потому что мы едем по прямой. Ее сейчас даже, можно сказать, не найти. Ну, попробуем, конечно, увидеть ее и разглядеть. Вот он, поворот у нас на Соловьевск. То есть мы раньше вот отсюда справа выезжали и вперед раньше. То есть вот, можно сказать, отсюда это все уже начиналась грунтовка. А сейчас все сделали. Красота. Едь, катись. Никто тебе не мешает. Новый асфальт. Увидим с вами, как я ее называю, Ледяная гора. Ребят, если кто-то может рассказать, почему это там, рекламную паузу нашу выключим, может рассказать, почему это так происходит, напишите, пожалуйста, в комментариях, очень интересно. Ну и также можно загуглить. Все равно местные жители, кто знает, я так понимаю, много кто смотрит меня с этих мест. Спасибо вам большое за просмотры, за комментарии. Там лед выступает. Ну, доедем, поговорим об этом еще с вами. А пока едем, катимся, наслаждаемся дорогой. Сегодня еще такой интересный случай с утра произошел у меня на заправке. Стояли татары, 016 регион, там что-то лидеры, не лидеры, еще какие-то компании. И что-то стояли, болтали. Я хлоп на заправку запрыгнул, заправился. Ну, заправил не полный бак, как вы можете наблюдать. Заправил только 300 литров, потому что топливо закончилось. А причем заправлял еще не через карточку, то есть не заходил к оператору, а сейчас вот эта новая сумасшедшая тупая система через приложение. Блин, заправляться так вообще не нравится. Заправляться так, потому что в прошлом месяце было еще нормально, можно было по 700 литров, да, разом заливать. Сейчас сделали по 150 литров за раз можно заправить. То есть мне, если надо брать тонну, это что у нас, 302, 4,
5, 6, 7 раз. Надо включить пистолет 7 раз. То есть надо 7 раз зайти в приложение, нажать заправиться, выбрать топливо, выбрать колонку. Короче, вот в Улан-Удэ заправлялся. Просто не буду ничего говорить. Я могу повторяться. Я просто не знаю, выйдет тот ролик или нет. От Байкала до Улан-Удэ по дороге ехал. Не знаю, мне он что-то не очень нравится. И не буду говорить, выйдет, не выйдет. Если выйдет, да, извините за повторение. Не выйдет, значит не выйдет. Значит, только вы сейчас эту информацию узнаете. По сколько? 46 минут заправлял 700 литров. Это с ума сойти. Это можно сказать, если 2 бака, в каждый бак по 75 литров. Ну куда вот такие маленькие суммы в такие большие канистры заливать? Это вообще идиотизм. Не знаю, у нас там работает какой-то чувак, который... Раньше было, да, удобно. Раньше мы заправлялись по газпромовской карте. Подъехал, заправился, уехал. Я понимаю, что это сделано не просто так, потому что, как я слышал, Газпром начал выставлять штрафы за то, что на чужих заправках топливными картами Газпрома заправляемся. Из-за этого нам сделали приложение. Ну, блин, ладно бы оно работало корректно. Нет, в том месяце оно работало корректно. То есть подъехал на заправку, написал 700, залил 700. В этом месяце, причем 700, я хотел 800 залить, оно мне написало 700. Я еще про себя попухтел, думаю, блин, 2 раза заправляться, чтобы 800 залить, 700 и 100. Ёк-макарёк. А сейчас сделали так, что вообще по 150 рублей. Лучше бы 700 и 100 заправлял, чем по 150 литров. Не рублей, а литров. Так, а вот интересно, получится сейчас обнаружить, где здесь у нас дорога влево уходила, по которой мы ехали, когда эту дорогу строили. Ну, надеюсь, мы увидим это место. Оно где-то у нас скоро должно появиться слева. Вот такие вот пироги. Ну и все, заехал на заправку через приложение, залил себе 300 литров, делаю 3-ю заправку. Почему я отвлекся про рассказ, про заправку. Делаю 3-ю заправку, шиш. Заправка пишет Goal Set. А я что-то не успел телефон взять. Ну реально, только-только проснулся. Вчера доехал до поселка Уруша, в Уруше переночевал. Утром проснулся, думаю, смотрю, стоят машины как бы, а там рядышком заправкой ночуешь. Стояночка. Смотрю, стоят машины, думаю, поеду я встану как бы в очередь. И постою, позавтракаю, чай попью, умоюсь пока. Подъезжаю, как я говорю, эти гаврики, ребята стоят справа. На заправке никого вообще нету народу. Я про себя думаю, вообще повезло мне. Сейчас ходом заправимся, заезжаю, бамс, заправился 2 раза, 300 залил, думаю, ну вот еще надо 250 где-то залить. То есть 1 бак у меня получился полный, большой, и мне оставалось в маленький бак еще залить 250 литров. Да, справа маленький, 250 литров оставалось залить. Отбиваю следующую сумму, мне пишет шиш, типа, все, захожу к девочкам, а что ты хотел? Все? Я говорю, а что все-то? И они толком ничего не объясняют. Все. Вот она, все, вот она, дорога у нас пошла, по которой мы раньше ездили. Я говорю, не сразу ее даже обнаружишь. Все, типа, 200 литров, и так топлива нету. Я говорю, ну, я же не знал, что топлива нету. Ну, так мы же вон тем мужчинам сказали, что топлива нету. Вон что они, значит, стояли, топлива не было. Ты-то что, типа, заехал? Я говорю, ну, блин, ни в большой экран никто ничего не сказал, большой динамик. Не так. Ну, ничего страшного, 300 залили, нам хватит с вами до Томота. Что у нас сейчас, 200, 400, 600, 800, ну, где-то 900 литров примерно есть у нас в баке. Если не ближе к тонне, если мне 250 не влезло, баки тонна 300, 600, да, тонна 300, то есть 250 не хватило. Ну да, тонна есть, короче, у меня в баках. Фу, до Томота хватит нам спокойно. На улице тепло, блин, что, 19 градусов сегодня ночью. Пришлось 3 часа на моторе постоять, поспать. Так расход сразу почти на пол-литра вырос, потому что было 32-33 градуса. Можно было заглушить.
Да, я не стал ее кушать на 3 часа. Потому что за 3 часа бы она при 32 бы не промерзла бы, ничего ей не было бы. Ну посмотрим, в Якутске что-то вообще тепло, жару обещают. Днем 28-27. Почему мы рвемся все-таки вперед? То есть да, вчера такой напряженный у нас день был рабочий. Прошли достаточно большое расстояние. Я понимаю и знаю, что некоторые как бы переживают. Спасибо огромное. Ну, к сожалению, я не буду говорить, сколько пробежали, чтобы не было злостных комментариев, какой я плохой человек. А вот она старая дорога, то есть мы вот здесь вот, получается, вот выезжали и вот сюда вправо переезжали ниже. Вот по той дорожке ехали. Как ее, ребят, Никольская горка звали или... Поправьте меня, пожалуйста, если я неправильно выразился. По-моему, Никольская, да, ее горочка звали, вы тогда мне говорили в комментарии. И вот там вот справа внизу ехали и снова выезжали. Оп! Небольшие трамплинчики, что-то здесь мостик не доделали до конца правильно. И где-то вот здесь мы выезжали обратно наверх. А, ну да, вот она дорога идет. И вот сейчас как раз где вот этот съезд для самосвалов был сделан. Или дальше мы еще здесь также ехали. По-моему, дальше еще ехали. А может, вот здесь и выезжали. А, нет, вот он был выезд. Вот здесь и был выезд. Хлоп сюда наверх, по-моему. Да, был вот здесь выезд. А вот она. Могу ошибаться, вот старая дорога. Раньше была вот просека идет. Вот старая дорога справа от нас с вами. Вроде это она. Потому что еще в некоторых местах так еле-еле видно просеки узкие. И это старая дорога. Я по ней даже не застал, не ездил. Она лет 5 назад была, 6, наверное. Может, чуть меньше. Ну да, в районе 5, наверное, лет назад она была. Вот просека. Да, это вот она была. Потом она выходила сюда. Потом где-то она влево уходила. Потом обратно вправо должна была уйти. Мне тогда вот ребята ехали, показывали, как бы, вот смотри, Илюх, просека, вот. Они узкие такие местами были. По ним ездили. То есть по этой старой дороге. Ну это куда-то вообще в сторону пошла дорога, это не то. Где-то еще будут они встречаться. Так получается, в то время, когда еще толком не начали делать дорогу, когда, можно сказать, ее не было, этой дороги, было направление Тында. Это лет 6 назад. 6-7. Давайте вот говорить, да, давайте отталкиваться от 6, вот от 5-6. То есть, с одной стороны, это ого-го, как давным-давно, 6 лет целых. А что такое 6 лет? Это 17-18 год. То есть, вот даже, можно говорить, 18-19 год, да, вот где-то вот эти года. Потому что я когда лет там, сейчас у нас 24-й, я в 21-м сюда начал ездить году, 21 по 22, по 23, по 24. Да, в 21-м начал ездить. Вот 19-й год, даже вот можно говорить 19-й, 20-й год. Так, даже 21-й год, когда я начал сюда ездить, здесь дороги толком не было. И то в 21-м году она уже была местами асфальтированная, было намного быстрее. А в 19 году парни целый день от Соловьевска до Тынды ехали. Вообще целый день уходил, целая рабочая смена. То есть мы сегодня с вами от Соловьевска до Тынды за сколько? За 2 часа? Ну, за 2,5, да, там мчимся тут 130 километров, 140. Может, чуть больше. А раньше целый день уходил. То есть по этой Трясогузке тут еще были серпантины, перевалы, срезали, обрезали все.
То есть горочки здесь тоже были достаточно такие большие. Сейчас, да, есть небольшие подъемчики такие хорошие, затяжные. Ну как хорошие? Стандартная большая, хорошая горка. То есть не скажу, что это, о, кошмар, какая гора. А раньше здесь, говорят, были, блин, такие достаточно хорошие серпантины. Их также срезали. Да, это где-то 19-20 год. Все, пытаюсь вспомнить год. В каком это было году. Блин, новый асфальт уже тут. Блин, опять не отключил кнопки. Отключить их, не забыть. Так, ребят, самое главное. Про фонд не забываем. В описании я сейчас не буду здесь видео вставлять номер карты. Первые 2-3 видео, да? А дальше в описании будет телеграм-канал. Если к этому моменту создам уже группу ВКонтакте, то будет еще группа ВКонтакте и как бы номер карты для благотворительного фонда. На все вопросы по фонду отвечу. Я просто буду напоминать и вставлять вот, то есть пока видео записывается, вот она дорога еще пошла, старая. Пока видео записывается, я не знаю, кто что перевел, да, вот, то есть это на будущее, это недели через 2 выйдет только видео, скорее всего. Потом через неделю, через 2, да, примерно. То есть сегодня у нас 11 февраля сегодня. То есть это, скорее всего, где-то в 20-х числах февраля выйдет видео. Ой, ёшкин кот, что ж тут такое-то? Тормозим. Оп. Это называется у нас ремонт нырков. Песочком засыпали, щебеночкой, все нормально. Чтобы залез асфальт. Все замечательно. Блин, я даже забыл, про что я рассказывал. А вы-то, да, вы помните, про что я рассказывал, а я уж не помню. Про что мы с вами говорили. Вот, просека идет, старая дорога у нас. Влево также пошла. Блин, что-то, по-моему, месяц или столько же месяц назад было этих срезов. Да, столько же было. Тут какие-то хорошие срезы, что вот идешь нормально на скорости 70, и ты его проезжаешь, не замечая. По-моему, следующий, 3-й съезд. Да, вот этот нормальный. А вот 3-й срез уже будет такой нырком достаточно хорошим. Там надо аккуратно проехать. Блин, вот это все брякает. Надо будет купить. Все забываю. Напомните. Тоненький поролон. Не поролон, а вот уплотнитель, да, для дверей есть. Тоненький. И сделать вокруг чаши, вот вокруг этой, чтобы на поролон она садилась и не брякала. Тогда будет хорошо. Никакого бряка мы не услышим и не увидим. Ну а что? Ну вот не красота ли? Посмотрите. На эти пейзажи, на эту красоту, а? Как это обалденно. Вот если все-таки можно было бы летать, я бы умел бы летать на квадрокоптере. Блин, с камерой на хорошем квадрокоптере сейчас лететь, посмотреть. Красотень-то какая. Подъем вроде вот, да, едем, как будто прямая. А шиш, мы там поднимаемся уже не 1 километр. Она издалека было видно, что вот вверх потихоньку. Она долгая и такая более пологая, но затяжная. Горочка у нас идет с вами. Когда первый раз туда поехал, так дико было. То, что... А до этого ездил все по центральной России, все везде магазины, то есть вода закончилась. А, сейчас куплю, или заправка, или магазин будет через 50 километров, через 20, через 10. А здесь вот шиш. Что у нас, 130 километров с вами. Вообще ничего, тишина. Ну это что, 130 это не так уж и много. Ну тут и связи сотовой нету. Потом будет у нас Тында. Оп, связь появилась там на 10 минут. Пока по поселку едем.
Все, потом снова ни связи, ничего до Алдана. Ну, связь будет появляться на мегафоновской сим-карте местами еще. Дикие края, так скажем, дикие, красивые, хорошие. Кто-то тут писал север, да, север, тайга. Это манит, это природа, это красота. Минус 50, слепни, какая-то романтика. Блин, ну тут слепней нету в Якутии. Тут такие комары большие, которые тебя хотят схватить летом и унести в Лену. Вот реально они чуть ли не поднимают кабину, крышу не отрезают, чтобы вот чувствуют мясо. То есть у меня на лето есть эти сетки для окон. Вот они лежат. Летом на окна их ставлю. То есть спать ложишься, приоткрыл окна, чтобы продувало. И все. Все хорошо, замечательно. Вентилятор дует, окошечки приоткрыты. Еще если надо, фумитокс включен. Сетки как бы помогают. Но с фумитоксом лучше, потому что все равно есть маленькие паразиты, которые могут просочиться где-то. Они же не герметично, не плотно сидят. Сетки местами все равно технологические отверстия присутствуют. Ну не с палец, конечно, поменьше. В свое время у меня отец использовал марлю, надевал также на двери у КамАЗа марлю, использовал. Хоп, марлю, окно открыл, все, воздух есть, никто не залетает в кабину. Замечательно. Оп, оп. Так. Вот снова у нас срезик. Поаккуратнее, притормаживаем. Вот один, вот такой уже серьезный, так сказать. Можно на нем и хорошо подпрыгнуть. Еще, по-моему, штучки 3 осталось таких срезов. Справа гора, слева обрыв. Красотень, да вы сами видите, вон обрывы с горами. Чудесно, не знаю, вот мне нравится на Якутск ездить. Кто-то сюда один раз ездит, скажет, да нафиг надо, больше не поеду, и не ездят. Не знаю, может это я привык уже. Дорогу здесь сделали, едешь по асфальту, осталось грунтовки не так уж и много уже. Катишься все в основном по асфальту. Да, местами асфальт не очень, а местами, блин, это... Вот сейчас вот дорога даже лучше, чем на Владивосток стала. Там дорогу за зиму что-то всю разбили до безумия. Здесь, да, согласен, тоже дорога страдает от движения. Ну, как-то получше так. И вот так вот на срезик мы ее берем, чтобы незаметно подняться. О, хорошо, прошли. Чтобы не упираться в срез, а мы его тын-тын плавно зарезали в повороте. Но вот это, по-моему, еще уже старый асфальт. Он при мне уже был. Зима, конечно, теплая. Интересно, лето такое же будет? То есть лето должно быть жарким, а зима должна быть холодной. Раз зима была не холодная, значит и лето будет не жаркое, а холодное. Блин, не хотелось бы, с одной стороны, холодного лета. Нет, когда работаешь там с коробками совсем, конечно, лучше прохладу, там градусов 20-22, не больше, чтобы тебе жарко не было работать. А когда отдыхаешь где-нибудь на пляже, лежишь, шашлык ешь, тогда бы хотелось, конечно, чтобы 30 было, 32, полежать, понежиться, позагорать. Своя погода для каждого, своя температура для каждого времени идеально. То есть для работы 20, для отдыха 30, для копания картошки 18 и дождик. Вот это замечательно. Даже 10 и дождик. О, какой-нибудь такой еще, знаете, не проливной, а моросящий, вот противный вот этот самый.
Вот это идеально копать картошку. Так, шучу, ребята. Шучу, не надо говорить, что вот ты сумасшедший человек, любишь копать картошку в такую температуру. Не люблю я копать картошку в 10 с моросящим дождем. Ты весь в земле. Да, уже и копать-то картошку, да, понятно, свое, типа вкусно, без ГМО. Дешевле сейчас купить картошку, а не оставлять здоровье на этих грядках. Картошку надо посадить, окучить. Если сорняки выдернуть, если колорадский жук собрать, убрать, засушливое лето полить. А еще и в оконцовке картошка не вырастет, и соберешь вот такой горох и будешь всю зиму покупать нормальную картошку. Так что овчинка выделки не стоит, с одной стороны. Это раньше, да, когда ничего толком в магазинах не было. Все, огороды. А вот сейчас вот самое идеальное: свой участочек, газончик, барбекюшечка, и одна маленькая грядочка. Вот две даже грядочки. Одна с клубникой, с той же самой Викторией ягодой, да, а другая там зеленушечка, петрушечка, вот просто свежая, вот чуть-чуть морковочки, вот просто свежая, прям только сейчас с грядки взял и съел. Вкуснотища. Ну и картошка, конечно, свежайшая, когда она вкусная. Что у нас? Тында 85 километров. Ну вот, по идее, если едем 90, за час должны добраться. Ну мы за час не доберемся. Посмотрим. 7:55, то есть 8:00, да, дома, то есть 8 дома. А здесь получается 12 часов дня ровно. Так, у нас с вами 5 часов. 5 часов. Это осталось времени, убираем. Даже так будем считать. Да вот даже сейчас она пытается какую-то рекламу мне включить, сказать. Час времени убираем сюда. Осталось 4 часа. До темноты имеется в виду. Осталось 4 часа. То есть темно мы с вами где-то застанем как раз в районе... Фу, опять Тита. Блин, Тит будем по темноте опять проезжать. По свету шиш пройдем его. Ну, по свету мы пройдем Лапри, Якут. Ну, в Лапри там смотреть нечего. Вот в Якута пройдем по свету, границу по свету пройдем, остановимся у границы. Сходим, поздороваемся с духами, с предками. Положим вкусняшечки им. Попросим хорошей дороги. Ну что, вперед, поехали. Не ошибается моя, так сказать, память. Нет, или не она это. Должна где-то уже скоро быть. Ледяная гора. По-моему, это... Да, нет, да, нет. Она не она. Да, она. Вот она, Ледяная гора, ребят. Вот кто мне расскажет, почему? Вроде же это вечная мерзлота. Да, здесь летом земля отмерзает на 2,5 метра. Примерно, мне так сказали. Откуда вода, блин, в таком объеме и количестве берется? Вы просто посмотрите.
Голубая еще такая. Ой, красота. Ужас. Она всю дорогу, да, вот справа, слева целую полосу заняла уже. 1,5 даже полосы вот здесь заняла она. Это все лед. Это вот там внизу стоят дорожники, которые как бы чистят, стараются. Вон они, глыбы льда справа по обочине. То есть, если вообще не следить за этим, да, на какое-то время, то тут она полностью скроет всю дорогу. Вот как вы можете наблюдать, вот справа лед у нас снова идет. И он такой голубой, голубой, голубой. Вот сейчас вот доедем. Вот. Кошмар. Здесь вообще вот так же нашу полосу полностью вода съела. Мы на встречную уходим. Слева 1,5 полосы здесь осталось. Вот почему это происходит? Кто может мне рассказать? В таком объеме еще. И именно только вот эта одна единственная гора, где вода поступает. То есть летом здесь нету никакого ручья, не бежит, ничего, вода не несется водопадами. А вот зимой вот так вот давит, намерзает. То есть она откуда-то из горы, ну я так понимаю, да, тут, наверное, какое-нибудь подземное озеро есть. Или подземная река. И вот вода давит, давит, давит наверх, пытается прорваться. И вот прорывается зимой. Видать, где-то перемерзает, что не дает идти к руслу реки под землей. А летом она бежит как бы спокойно, а вот зимой, видать, где-то перемерзает, и она вот, поток-то идет, и она вот в этом месте прорывается, прорывается. И жутко, и безумно красиво. То есть, сами понимаете, да, не следить полностью. Лед закроет. А лед закроет, придет весна. Ох, потоп какой будет. Кстати, ни разу не видел, чтобы здесь был потоп воды по весне. Не знаю, сколько раз ездил. Думаю, о, вот весной увижу, наверное, как будет. Проезжаю, блин, уже все растаяло. То есть, кто-то, может, и успевает это увидеть. Но у меня, к сожалению, не получается увидеть этот момент. Ну что, а мы двигаемся дальше. Нам где-то здесь уже километров 60 примерно осталось до Тынды. То есть вот эта гора примерно в 60 километрах от Тынды находится. Знатоки, кто знает, ребят, расскажите, пожалуйста. Да, ребят, ладошки вспотели. Спускаемся потихонечку с лапри. Скользковато достаточно. Мы никуда не торопимся. Аккуратно, потихонечку. Ё-моё, там в одном повороте вроде асфальт шел. Потом так внезапно гололед начался и поворот. Что-то я не успел этот момент отследить. В поворот-то начал ходить. Ёшкин кот, как меня тоскануло. Я аж вспомнил все. И ничего в тот же момент. Вот куда? А вообще не тормозит. Реально, блин. Офигеть. Ее даже саму потихоньку тащит вправо. Чуть-чуть раскатимся. И снова вот бровочку. Вот возьмем здесь бровочку и начнем притормаживать. Фух. Да. Это еще пока
январь месяц. А что у нас будет дальше? Ой, январь, февраль. А что будет март, апрель? В межсезонье. Блин. Ладошки потеют. По спине холодный пот. Ладно, ребят, давайте потом выйду в эфир. Поснимаю. Все, концентрация, внимание вперед и только вперед. Ребят, посмотрите, какая красота. Тишина. Замечательно. Просто безумно красиво здесь. Здравствуй, земля веков. Здравствуй, земля сильных. Здравствуйте, духи предков. И вы также поздоровайтесь. Давайте я помолчу, вы посмотрите и поздоровайтесь. Поговорите с предками, с духами. Что, ребят, мы остановились, поговорили, доброй дороги попросили, потихонечку трогаемся вперед в путь дорожку. Еще тронуться да поехать бы, скользко здесь. Все, здесь у Деревца остановились, где все пообщались. Какая все-таки здесь красота, а? Здравствуй, Якутия. Здравствуй, уже родная Якутия, можно говорить. Сзади якуты идут. Но что-то не остановились. Так вот, потихонечку поехали. Так, спуск. Ладно, ребят, давайте я пока отключусь. Потому что реально на концентрацию внимания дорожка тяжелая достаточно. Чуть позже расскажу. Так, ну что, ребят, извините, рацию здесь я не смогу выключить. Надо слушать. На КС-5, как я тогда спрашивал, сказали даже не вздумай поворачивать. Там ездят одни вездеходы 6х6. Мне там делать больше нечего. Так, переходим в ручной режим. Подъезжаем мы к перевалу Якут. К началу. Сейчас здесь вот этот сам такой поворотик. Но сильно не раскатываемся, потому что сейчас поворотики надо будет притормаживать еще даже чуть-чуть. Да. Повторюсь, дорожка сегодня у нас такая напряженная. На 9-й 60 потихонечку, даже еще чуть-чуть. Начнем в поворот заходить, зайдем в поворот, там уже будем прибавлять газу. Сейчас пока можно не прибавлять. Смотрим, все чистенько у нас. И потихоньку поехали. Нам вот этот бугорок надо взять. Оп. Все цепляется, идет. Все хорошо, замечательно. А потом нам с вами вон в ту гору надо забраться. Вот в эту вот. Перевал Якут называется. Вот он. Перед вами вот здесь справа эта гора. Так, притормаживаем, чтобы в поворот спокойно. То есть, как только зайдем в поворотик, сразу же оп. Мы в прошлый раз 9-я, 8-я заходили в поворот. Все, педаль в пол. 9-я, даже можно и не переключаться на 10-ю. Ну, один раз, чтобы
больше раскатиться. А здесь обратно сразу включаем. 9-ю здесь на кочке, и на все остальное уже нам как-то, ребят, абсолютно без разницы. Мотор 2000, ничего не поделаешь. Надо. Смотрим в этот же момент, где есть поменьше льда, как не так блестит. И идем. Оп. Так, педальку не в полный давим, контролируем срыв. Если что, вот сюда вправее чуть-чуть. Ага. Так, все режимы выключаем. Буксуем. Ползем. Ладно, ребят, я отключусь. Надо подниматься, работать руками, а не камерой, головой. Вправо. Вроде идем. Более-менее ползем. Придерживаемся бровки. Вот в прошлый раз шульга летела, ну, на улице было 30-35, ну, 30 даже было, 35, наверное, нет, было 35 местами, как бы намного лучше ползлось и шлось. Сегодня более достаточно скользко. Так, идем, все хорошо. Справа вот здесь придерживаемся бровочку, она чуть-чуть подсыпана с камушками. Так, у нас там кто-то не забрался. Пока идем здесь. Сейчас мы будем пробовать ходить. Слева нам бы сейчас скорость потеряли достаточно сильно. Оп, снежочек, бровочку. Все, пошли дальше. Идем. Давай, родная, пожалуйста, заберись. Пожалуйста. Осталось нам тут немножко забраться. Все, вон она, уже вершина виднеется. Вообще чуть-чуть нам осталось. Скорость 20. Скорость 20. Вот так вот у нас все с вами выглядит. Да, работа это нелегкая. Ладошки чуть-чуть припотели. Кто-то может скажет: да чё ты, блин. Вот чё, блин. Вот так вот. Дафу пожелаем удачи подняться. Мы пойдем дальше. Тут и не цепь. Вот самое интересное, тут даже цепи не помогут в такую погоду. Они ничем нам не помогут. Вот ему бы песочка посыпать, было бы намного лучше. А песочек у нас закончился. Вот стоит, блин. Вот смотрите, вот стоит посыпалка. Вот что он? Не хочет никуда. А, это просто грейдер, и он мусор собирает. Ага, он мусор собирает, он не посыпает. Ну все, поехали дальше. Беру свои слова обратно. Не посыпалка это. Это ребята прибираются после некультурных. У нас мусор вон он весь. Справа лежит в пакете.
Сейчас впереди спуск Якут. Вперед, дальше. Да, повторюсь, я не знаю, что будет завтра. Так, обратно включаем все вспомогательные системы. Они сейчас нам пока не нужны в выключенном состоянии. Потому что снежок, вот он даже сейчас, вот если присмотреться, тихонечко что-то начинается. А завтра будет полный кошмар. Завтра будут пробки, завтра будут нервы, завтра будет тратиться время. Ладно, помчались дальше. Если бы, конечно, мы одну ось подняли бы, у нас бы седло задавило бы посильнее, было бы покомфортней. Но лень лезть туда поднимать ось. Пока едем так. Посмотрим, может, перед Титом поднимем. Ну, руки не трясутся, но ладошки вспотели чуть-чуть. С Якута мы спустились. Да, понятное дело, по сухому асфальту. Все мы крутые, молодцы, умеем ездить. Сейчас кто-то скажет, дальнобой не твое. Может быть, с вами соглашусь, может, не мое. Зря я здесь. Но я так скажу, ребят, опасаться, переживать и где-то чуть-чуть, так сказать, труховать, то есть бояться, да, надо. Если ехать безбашенно, я не думаю, что это к чему-то хорошему приведет. Да, где-то, может, чересчур боишься, там, переживаешь чуть-чуть аккуратней, в какой-то экстремальной ситуации можешь и не справиться, а эта экстремальная ситуация может вот так произойти. Да, блин, вот даже ладошки вспотели так, что щелкнуть не могу. Вот так вот произойдет. И какой-либо ты не был профессионал, ты ничего не сумеешь сделать. Это все-таки еще и плюс чуть-чуть щепотка удачи должна быть. Но мы продолжаем двигаться. Сейчас у нас вроде, здесь сейчас пойдет у нас более-менее хорошая дорога до Алдана. Ой, до Алдана. До Нерюнгри. То есть, как ее ласково еще называют, до Нюрки. Нюрочки. До Нерюнгри пойдет более-менее ровная дорожка, небольшие подъемчики, да, будут вот скользковатые. Кстати, нет. Вот только хотел сказать, что идет даже не буксанет. Нет, пробуксовывает чуть-чуть. Передачку еще понизим, чтобы оборотов побольше, тяги побольше было. И пойдем дальше. С двадцаткой, вот с двадцаткой в подъемы кайф лучше подниматься, все, да, конечно. С легким весом плюс у тебя разгон больше есть, и ты на скорости выше поднимаешься. Но у тебя, так сказать, сцепление с дорогой. Так, надо на встречку выйти, что-то буксуем, мы здесь идем. Но у тебя как бы сцепление с дорогой хуже, потому что меньше веса давит. У груженного автомобиля наоборот, плюс веса больше давит, сцепление с дорогой на порядок лучше. Кто-то скажет, надо только на 6/4 здесь ездить. Достали вы типа на своих Европах ездить здесь на одномостовых. Блин, с нашим весом 8 тонн. Вот куда? Мы таскаем на Якутию 8, 7, 6. Ну, крайне редко бывает 10 тонн. То есть, да, мы идем битком, полные, забитые, но вес небольшой. С таким весом одна ось придавливается сильнее, и сцепление с дорогой лучше, чем с двумя осями. Две оси, то есть получается сцепления практически не будет. Ну что у меня там давит 6,5 тонн на ведущую ось. А там-то будет все 4,5 давить тонны, как у пустой машины практически. Ну, будет по 5 может давить тонн на каждую. Как бы вес будет меньше давить. То есть сцепление, я не думаю, что резины с дорогой будет больше. Да, будет
Плюс в том, что у тебя еще одно колесо крутится, еще один мост с тобой вместе крутится и тебе помогает. Но также на двухмостовых машинах надо, чтобы и вес был хороший. Тогда будет, да, вообще сказка и лепота двигаться на двух мостах. А с небольшим весом, ну, не вижу большого смысла. Тем более на те расстояния, на которые мы ездим, 7000 километров, а второй мост нужен тут только 500 километров. 6,5 будет он катиться. Да, если бы это был какой-нибудь одна из самых дорогих версий, где идет у тебя этот мост, он мало того, что он не ленивец, он такой же полностью будет с тобой рабочий, да, мост, так скажем, но он, чтобы был подъемный. Вот с таким мостом, да, я согласен. То есть по основной дороге ты едешь на одном мосту, он у тебя висит. А если ты идешь на двух мостах, то где-нибудь вот здесь вот. Вот по идее, вот ему два моста сейчас вот здесь не нужны. В горке, да, они ему нужны, а вот здесь на прямой-то они ему зачем нужны? Просто катиться и еще больше топлива тратить. Вот и все. Два моста, и вот кто меня не услышал, в горах, да, два моста лучше при хорошем весе. С нашим весом куриным два моста большой роли не сыграют. Может, я чуть-чуть неправильно говорю, но это мое мнение. Потому что я так понимаю, что давление не будет сильного создаваться. С 20-кой, да, это будет кайф. Так, где-то мы уже приближаемся к началу спуска Чульман. Там притормозим потихонечку, аккуратненько. У нас там пару хороших поворотиков будет, достаточно таких извилистых. Один левый, потом правый. Сейчас подъемчик и начало спуска. Блин, как все-таки красиво, посмотрите. Снежные шапки стоят, но это, скорее всего, что-то опять недавно снег летел. Если так смотреть по обочине, то припорошено свежим снегом. С ребятами разговаривал, кто вчера, к примеру, приезжал вчера и позавчера через Лопри, Чульман, через эти перевалы. Ой, Чульман. Ну, короче, кто ехал по этой дороге дня два назад. Говорят, везде все сухо было, везде все было у нас прекрасно. То есть я им рассказываю, что сегодня там скользковато. Он говорит, не, вообще ничего не было. Как по сухому асфальту везде проехались. Ну и похолоднее было. У нас сегодня достаточно тепло. 16, 18. Так, а вот и начало спуска. Не торопимся. Потихонечку, накатиком. Можно даже чуть-чуть ее притормозить. 2 километра. Это можно обойти, я на ходыге подожду. Встречка идет. Притормаживаем. Начало спуска. А это в середине спуска притормаживать по такой дороге не вариант. Тут пока у нас никого. А, ну вот. Да, я вот отсюда видел тогда вот. Стоял как раз вот этот зигзаг чуть-чуть и не вытянул. Также чуть-чуть бровку возьмем. Не будем идти посередине по накатам, а вот так вот справа. По бровочке. Не спеша, спокойно, не торопясь. Ну да, я где-то вот здесь вот и стоял вот в начале этого поворота. Чуть-чуть вообще не вытянул. Это было по осени, в начале зимы. Так, поворотик достаточно. Если вот посмотрите вперед. Разгоняться не буду, блядь. Вдали, ребят. Вот просто вдали. Пошла машина. Обалдеть. И это нам практически вот туда надо вниз спуститься. Хороший спуск.
посматриваем за прицепом. Где у нас там прицеп за нами? Блин, а интересно, высота какая здесь? Вот если вы именно брать, вот сейчас мы вниз спустимся, а вот вверх, 2 километра это вот мы спускались. Никого нет. Математическим расчетом, наверное, можно как-то это все высчитать. 9% спуск, 2 километра. Что-то где-то кто-то говорит, и никого нету. Так, здесь ее можно чуть-чуть приопустить, потому что нам вниз вверх. Или они имели в виду 2 километра именно только вот этот зигзаг. А дальше? Сейчас посмотрим, будут у нас снова знаки стоять или нет. То есть это середина, так сказать, спуска. Оп. Оп. Тут, кстати, сейчас в шорт-листе прочитал комментарий, что Автодор к 2026 году обещает, вот написали, что обещает к 2026 году до Якутска везде асфальт положить. Так он и так уже, можно сказать, везде лежит асфальт. Осталось-то пару маленьких мест. Что у нас вот? Чульмакан, сейчас вот здесь вот перевал вот этот вот, да, он не асфальтированный. Якут не асфальтированный. Кит не асфальтированный. Ну и еще там, может, с километра полтора не асфальтированной дороги. И все, а так в основном до Якутска уже везде асфальт лежит. Так, старая дорога, вот она пошла вверх, слева от нас. А мы по новой, по срезанной. Интересно, а весной нас снова вот на эту дорогу загонят, а эту еще будут срезать или так уже оставят? Вот вроде, кажется, срезали-то не так уж и много, но срезали метра 3-4, ну метра 4, наверное, даже больше, метров 5 срезали. И это машинам стало гораздо проще и удобнее забираться. Ух, а вот так вот смотришь вдаль, посмотрите, ребят, что-то все, небо заснежено. А нам, вот кто видит внизу дорогу, нам вот туда в самый низ надо спуститься. Блин, елочки мешают. Вот, вон она, внизу дорога. Нам сейчас надо туда спускаться. Не разгоняемся. Посмотрим. Чего, докуда и где мы. Так. Просто еще мысли всякие в голове крутятся. Когда так. Смотрю, ситуацию оцениваю. Все равно смотришь, вон она, дорога вдаль идет. Вон она. Равнинка примерно где. Увидели, да? Хорошие спуски. Но он не такой длинный, конечно. Чуть раньше закончится спуск-то. Вот одно здесь некомфортно. Вот сам поворот сейчас будет направо нам, на основную часть спуска. Блин, он узкий достаточно. Если машина пойдет боком в подъем, могут не разъехаться. Ну, вроде кусков, осколков никаких не валяется, значит, все всегда все разъезжаются здесь. Все равно ты, когда пробуешь, ты пытаешься к бровке прижаться. Кто-то вон к бровке прижимался, что туда аж в сугроб чуть-чуть заезжал. Так. Все, еще раз притормаживаем. Пару передач вниз. И все, и начало основного спуска. Вон она дорога. Я потерял ее. Вон она дорога идет. Мы сейчас с вами вот сюда вниз делаем вот такой вот зигзаг. И обратно вверх. А ползем мы вот с тех высоток. Вот с этих сопок мы ползем сверху. Не знаю, мне кажется, вот этот... ну вот Тит, он почему-то реально не смотрится, да, таким крутым, высоким. А садится машина в нем вообще конкретно. То ли там угол сам по себе просто наклона сильный.
кажется, он более пологий даже, чем вот сейчас вот в Чульман. С Чульмана спускаемся. Чульман такое ощущение, что более жесткий. И тут, когда едешь домой, я уже не раз об этом говорил, что поворот вот этот вот тебе не дает хорошую скорость взять. То есть километров 45-50 пытаешься в него идти, и то моментами боком начинаешь залетать. Так, все, выходим уже внизу напрямую. Ну как напрямую, это еще продолжение у нас спуска. Ну уже такое пологое, конец, так скажем, хвост. По идее, да, можно сказать, вот я докуда говорил вам, что посмотрите, где низ горы. Ну вот до туда и идет, потому что машина разгоняется и разгоняется, продолжает разгон брать. То есть спуск хороший, длинный. И нифига он не 2 километра. То есть сам полностью весь спуск, наверное, километров 6 в общем. Что-то кто-то или сзади за мной, и впереди идут, болтают по рации. Так, притормозим, все равно идем не по ровной дороге, сори за тряску. А, ну вот за мной кто-то спускается, там едет. Нам примерно часик до Хатыми, и там минут 20 до Тита, то есть примерно через 1,5 часа будем на перевале Тит. Вот снежочек-то потихоньку начинает сыпать. Ой. Ох, все, выехали на асфальт.
Вот мы и на вершине. Ау. Легковушка так полетела. Я думал, куда-то не туда он поехал. Пойдем положим птичкам хлебушка на кресте и конфеток духом предков. Блин, ветрище вообще ужасный. За ночь я не знаю, что здесь будет. Повезло, с первого раза поднялся, летит. Даже говорить тяжело. Рот забивает полностью. Сейчас дойдем, положим, руки замерзают. Вот это вообще кошмар полнейший, ребят. Вот, подъем. Правда, толком вам еще не видно. Крест, которого тоже можно положить. И хлебушек птичкам. И конфеток, сигареток. Кто пирожки оставляет, но мы не оставим так в пакете, чтобы птички кушали. Так, пакет в карман. Аккуратненько разложим. Так. Конфеток и сигареток. Спасибо вам за хорошую дорогу. Мы поехали дальше. Блин, за 2 минуты руки окоченели на улице. Да, ребят. Куда, интересно, сегодня дорожники смотрят? Дорогу заметает. Сейчас вроде вы скажете, да, Илюк, где дорогу заметает? Вон, идеально ровно. Ну да, буквально километра 1,5 еле машину удержал. Это вам видно все хорошо в камеру, а тут более метет. Сугробы на всю дорогу были. Ёк-макарёк. И ни одного дорожника даже нету. Пройтись помести. Начинает тоже, вон, видите, потихонечку. Все больше, больше, больше местами вот так вот на встречку аж уезжаешь. Специально едешь ближе к середине. Для того, чтобы успеть увернуться от таких переметов лишний раз. К утру-то, если не выйдут дорожники, вон побольше тут видно. В такой перемет залететь-то можно и машину сложить. Если к утру не расчистят все, ну не начнут как бы ночью двигаться полностью, ёк-макарёк, к утру ее заметет. Так, что у нас тут? Сейчас, по-моему, длинный спуск. И деревня какая-то должна быть. Не, короче, сегодня принимаем решение. Вот сейчас доезжаем до Томота, до стоянки и отдыхать стоять. В Алдане просто я не знаю, где можно встать, да, вот нормальной стоянки толком нету, там все по обочинам при въезде в Алдан стоят. Что-то при въезде в Алдан по обочинам совсем неохота стоять. Так что придется потихонечку до Томота. Там большая парковочка, хорошая. Ну что, ребят, как вам сегодняшнее путешествие по дорогам? Да что ж с тобой делать-то, а? Вот как она сюда побивает? Реклама, а? Вот реально сейчас легковушка пойдет, переключусь. Вот. Вот как эта реклама пробивается сюда? Здесь нету рекламы. Людей рядом нету. Вот машины, которые рядом едут, нифига не слышу. Рекламу, блин, шиш пойми откуда. Слышно. Хватило бы нервов моих до дома доехать с этой рацией. Как бы здесь она, да, на большую дорогу выехал, там можно ехать с выключенной рацией. Здесь, блин, она нужна. Подъемы, повороты, все подсказывают, говорят, когда встречки идут. То есть рация, ну, как бы в Якутии здесь, так скажем, блин, надо ее. Ладно, дотерпеть, до большой дороги доехать.
Там можно ее выключать и ехать с выключенной полностью рацией. Не знаю, что-то она с каждым днем все хуже и хуже. Кто-то скажет: Илюха, проверь массу, может что-то масса, антенна. Блин, все проверил, все перекрутил. Все нормально. Это что-то у этих рекламщиков с рекламой, шиш пойми, за несколько тысяч километров бьется она. Блин, дорогу нифига не видно, метет. Вот еще бы было бы классно, если бы Яндекс.Навигатор говорил спуск, подъем. Вот это было. Не было бы цены такому навигатору, который бы показывал, что спуски, подъемы идут. Красота. Да и только. Ну что, дамы и господа, вечер добрый. Еще раз. Ну вот и подходит сегодняшний рабочий день у нас к завершению. До стояночки тут 5-6 километров осталось. Мы уже в Томоте. Снежочек, блин. Все усиливается и усиливается. Он даже не хочет прекращаться. Не думает даже об этом. Да. Вот хорошо, что у нас получилось успеть пройти все горочки сегодня. Все перевалы. Без этого снега, который по ходу дела как раз туда и пойдет. И что он завтра там натворит, я даже не могу предвидеть и предсказать. Это будет просто катастрофа. Маленькая катастрофа. Ну, я знаю, сейчас кто-то скажет: ну это зима, ничего страшного, все нормально, че вы, да нормально там все пучком будет. Да, конечно, все будет хорошо, все проедут. Кто-то заберется, кто-то побуксует. Так что сильно не судите, а продолжайте смотреть ролики. Что-то уже язык заплетается, охота отдыхать. Как-то подустал я уже, рацию выключаем. За сегодняшний день у нас пройдено 803 километра. Уже вот все светится. Завтра утром, даже сейчас не буду заезжать на заправку, завтра утром заскочу, заправлюсь и поедем мы с вами до города Якутск. Завтра у нас, ну это уже будет следующий ролик, ожидает ледовая переправа. Я ничего не вижу. Вот не люблю я, когда вот так. Ох, нифига себе, и лампочки как по глазам били, моргающие. Будет ледовая переправа и поездка по городу. Так, что у нас тут с бензовозами? Тут что-то в последнее время бензовозы стоят как-то непонятно все. Так, это шиномонтаж. Нам чуть-чуть подальше. Нам вот сюда. Они все как с Магадана откуда-то, с Улусов идут. Так, и вот как они тут все стали? Ёк-макарёк, не проехать, ничего не сделать. Ну вот как заезжать на стоянку? Вот, спасибо. Все, надо куда-то ехать парковаться. Так, куда мы с вами сможем паркануться? Я так понимаю... О, дальше туда даже нет смысла двигаться. Будем здесь у кафешечки. Так, близко не будем прижиматься. Что-то примерно вот так вот, чтобы, если что, можно было раскатиться вперед-назад. Автономочку включаем и ложимся отдыхать. Все, всем спасибо за просмотр еще раз. Всем добра, всем удачи. До новых встреч.